Многие из этих ребят на льду впервые. Не все получается сразу, но они не отчаиваются. Желание научиться уверенно стоять на коньках заставляет забыть о сложностях. Мне очень понравилось. Сначала было трудно, но потом уже получилось как-то само собой. Было интересно, на что я способен. Просто тут для меня самое сложное – это равновесие держать в коньках. На улице плюс 20 и ледовый каток в центре города – своего рода достопримечательность. Желающих попробовать свои силы на льду с каждым днем все больше. Санета Акбулатова на коньках уже 5 лет. Каток для нее – место, где можно отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями. Сейчас она помогает тем, кто только встал на лед. Дело в том, что возникают такие трудности, как скольжение сложное, прилагается больше усилий. Но тем не менее у детей неплохо получается. Даже те, кто сегодня первый раз встал на коньки, сделали уже достаточно большие шаги, можно сказать. Спорт – это всегда хорошо. Развивает всю группу мышц. То есть и осанку надо держать, чтобы не упасть. Покататься на коньках здесь может любой желающий. Вход бесплатный, а коньки можно выбрать практически любого размера. Опытные инструкторы помогут новичкам освоиться на льду. Чтобы зашнуровать коньки, нужно с самого начала поочередно подтягивать шнурки. И когда дойдете до конца, нужно зафиксировать плотно ногу, но так, чтобы вы могли двигать ногой. Искусственный каток под открытым небом – первый подобный спортивный объект в столице Чечни. Он уже стал излюбленным местом отдыха грозненцев. Лариса Джабраилова, Сухар Сухаев, Зелимхан Закаев. Новости.